Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И вот наши новости. Новостей много. Возбуждено уголовное дело и выдано 2 предписания мэру Якутска Григорьеву и руководителю ППЖ Екатерине Безрученко. Догадайтесь, кто будет виновата, кого сделают крайним. Катя неоднократно поднимала вопрос о строительстве приюта и делала все возможное для сохранения жизней. Она просила землю под приют, чтобы не было бродячих собак, чтобы можно было их забрать и было куда забрать с улиц. Наверняка получала штрафы за содержание собак сверх положенного властями срока. И вот, оказывается, Безрученко виновата в том, что происходит в Якутске. Как это назвать? Верх лицемерия и цинизма. Около 2 лет волонтеры бьются о выделении земли под приют. Хотя бы земли. Но чего стоит? Нет и нет. Ответ замалчивали. Почему? Все понимают и молчат. Друзья, вот еще одна возможность подать голос в защиту бездомных и потребовать остановить убийство. Ниже смотрите ссылку под роликом на петицию. 1000 людей уже подписали. Присоединяйтесь. И еще новость. Собак из ангара теперь отдают только за деньги. И деньги не маленькие. Если пенсионерка, старушка, пришла за своей собачкой, которая у нее бегала возле дома, она должна отдать последние крохи своей пенсии. 4000, 5000. Я не знаю точных сумм, но для многих пенсионеров это единственные копейки. Ну и главная тема. Спасение продолжается. Кого-то не успеваем, как вот этого замечательного парня с голубыми глазами. Его застрелили. Сегодня встретила самолет, и вот встретила новые из магазина переноски. Докупили сегодня. Вот эти новые еще с этикетками. Итого сегодня 9 или 8 штук, что ли, купили. Вот. А эти старые с аэропорта привезли. Водитель привез. Старые будем мыть, дезинфицировать, упаковывать. А новые и старые, ну, в общем-то, запаковывать и отправлять снова. Нет, еще. Хорошо, скотчем усилим. Давай усилим скотчем. Само собой, скотчем тоже будет. Тут теплоизоляции. Пеленки внизу. Так, вот здесь, наверное, все. Небольшая группа волонтеров сбивается с ног. Игорь и девочки спасают и живут в авральном режиме. Поверьте, это очень сложно. Делать то, что они делают. Спасибо огромное всем якутским волонтерам за ту огромную работу по спасению. Спасибо.
собаки прилетают, люди откликаются, добрые люди на добрых собак. Поэтому кого-то будем сразу отвозить в семьи, кто-то будет приезжать знакомиться с ними. Ну, то есть работа ведется активная. Если у кого-то есть какие-то вопросы, задавайте. Не сейте панику, не сейте зло, недоразумения, споры, осуждения. Вот это не надо. Пусть все будут живы. И люди, и собаки. Вот она как лапочку поставила, вы видите? Вот как она немножко нервничает. Моя девочка. А может, ты мальчик? И ты тоже с языком высунутым. Не гавкают, не истерят. Прилетели трое. Вот такие красавцы. Вот они какие красопеты. Внушительные мальчишки. Внушительные, добрый. Добрый обнимашка. Помним, как он обнимался. ППЖ. Этот Мишутка. Вот он какой Мишутка. Все. Все, прилетели, едем на стоянку. Прилетел Евсей. Добрый парень, который жил в центре, возле главной елки города. Он сам захотел в Москву. За жизнь Евсея теперь придется побороться еще раз. У него венсаркома. Он в стационаре. Прилетел еще один бедолага, зверски избитый. Сейчас он тоже в клинике. Спасение идет большими темпами. Подключаются неравнодушные сердцем люди, и сейчас очень и очень нужна ваша помощь. Вот эту собачку, очень ее обижали представители мужского пола. Поэтому она не любит их. Вот малышенька. Только женщине ее надо пристраивать. Вот она. Ой, чудо мое, солнышко. Такая нежненькая. Вот она какая. Все, малышенька, не бойся. Там будут только тети. Вот такой вот у нас красавец, совсем молодой, скорее всего, года еще нет. Забрала его с Покровского тракта. Вот у него поллапы, вот что осталось у него с лапой. Скорее всего, он попал в петлю. Вот сколько он там просидел в этой петле, неизвестно. Вот эти петли по всему городу Якутску расставлены. Стальные петли из тонкой проволоки. Вот так вот. Да, это петля. И, скорее всего, он, чтобы как-то выжить, отгрыз себе лапу. В общем, вот так вот. Да, ух уж этот Якутск. Боже мой, сколько здесь трагизма, сколько живодерства, боже мой. Вот так. Лапа гниет. Завтра поедем в клинику.
Запах омерзительный. Сейчас вот промыла перекисью. Но вот завтра поедем в клинику.